Так, друзья, тут одна команда подготовилась по Summer Challenge. У них есть какая-то презентация. Вы можете руку поднять, друзья, и после этого вы можете дальше там разделиться по Summer Challenge в команды. Вы уже многие сформировались, но мы еще раз хочу объявить. Ждем ваши ссылки до пятницы, да, там условно говоря. Если у вас к пятнице не получается, постарайтесь к субботе там до 6 вечера скинуть ссылки по Summer Challenge согласно там требованиям. Постарайтесь закрыть вторую секцию. Если получится, и третью охватить. Так. Кто-то хотел выступить, друзья. Кто это был? Можете руку поднять? А Рукет, ты помнишь, кто это говорил? Напишите в чат, друзья. Все подготовились? Ну, у кого есть, друзья? По сути, это Summer Challenge мы сейчас и обсуждаем. Если у вас что-то уже есть, почему бы нам всем хором не обсудить? Мы могли бы посмотреть, чем вы сейчас занимаетесь и в чем вам требуется помощь. Хорошо? Кто на какой стадии? Кому какие эти нужны советы, например? Или кто Извините, что подготовил? Да-да. я вот отходила, мы подготовили, можно, да? Уже Да, показывать или пожалуйста. еще нет? Да, конечно. Нет, можете начинать. Вот я как раз к этому. Айсулу Асанова вы, да, и Алина Османова. Так? Да, Да, Алина. Алтынбек еще. Тимбек, пожалуйста, друзья. Если у вас командное выступление, пожалуйста. Да, У меня сейчас. только один вопрос. Можно заранее, можно я спрошу? Там еще Да, было пожалуйста. написано, что надо в GitHub зарегистрироваться после просмотра лекции. Я там просмотрела, что-то не нашла. Мы еще до этого не дошли, да, получается? Да, вы еще до этого не дошли, Да, получается. Все ясно. правильно. Хорошо. Не переживайте. Секундочку. Эту часть можно опустить, друзья. То, что в рамках задания идет, только это базово. Вот по частям, если у вас есть какие-то вещи, вы можете их уже в вторник вытаскивать, если там получите обратную связь от общества или от нас. Соответственно, улучшите это уже к субботе, да? Пожалуйста, ваш микрофон. У вас получается, да, разрешение экрана сделать? Хорошо, отлично. Видно, да? Creators, да? Все правильно? Да. Видно. Ага, пожалуйста. Всем здравствуйте, меня зовут Алина, я представляю команду Creators. Нас 7 человек в команде, мы образовали группу. Для начала мы хотели бы вам показать презентацию, которую мы подготовили о нашей команде, почему мы назвались именно Creators и почему наш слоган это «Думай, обсуждай и твори». После презентации, она 5-минутная, мы ответим на все ваши вопросы и покажем, как обстоят вообще дела у нас на сегодняшний день. Можно, да, на YouTube показать? Да, конечно. Мы уже загрузили первое видео на YouTube. Так, вот оно. Да, там звука нету, Алина. Вам надо, по-моему, закрыть демонстрацию, и когда заново открываете, там совместный доступ по звуку, что ли, там что-то там надо Сейчас нажать. попробую. Да, сейчас попробую. Совместный доступ к звуку, да? Угу. Да. Все видно, да, теперь? Да, видно. Сейчас Здравствуйте, посмотрим. Сиусяне. Вас приветствую. Слышно? Да, слышно. Да, слышно, Команда отлично. Creators. Почему именно Creators, спросите вы? Потому что именно слово Create, по нашему мнению, отражает сущность IT. IT в наше время создает технологии, программы, рабочие места и открывает большие возможности.
Ни для кого не секрет, что в 2021 году многие хотят стать частью чего-то современного и высокотехнологичного. Так и мы не стали исключением, мы хотим создавать что-то нужное и быть полезными обществу. Познакомившись с нашей командой поближе, мы поняли, что всем нам нравится создавать новое, свое, создавать приложения, которыми, как мы надеемся, будут пользоваться миллионы людей по всему миру. Мы хотим помочь людям оптимизировать их деятельность и сделать их работу легкой и удобной, чтобы деятельность проходила в 2 клика. Мы также знаем, что процесс создания и конечный результат всегда приносит много удовольствия и кучу эмоций. Это дает нам мотивацию двигаться в этом направлении, и мы надеемся, что у нас все получится. Всем известно, что человек никогда не оставит занятия, приносящие удовольствие и хороший доход одновременно. Наш девиз звучит так: «Думай, обсуждай и создавай». Мы думаем, что эти слова всецело будут отражать нашу деятельность. Каждый участник будет думать индивидуально, но обсуждать и создавать он вынужден вместе с командой. Возможность прийти к взаимопониманию и взаимодействию, на наш взгляд, показатели успешной команды. Если все участники будут ставить решение и интерес команды выше своего, то эта команда определенно будет обречена на успех. Далее мы познакомим вас с участниками нашей команды поближе. Всем здравствуйте! Меня зовут Алина, мне 29 лет. По образованию я экономист, работаю в банке. В настоящее время нахожусь на декретном отпуске. К изучению IT пришла по зову сердца. Очень давно хотела освоить эту профессию, но всегда думала, что в IT только гении. И только в этом году я решилась сменить направление деятельности. Всем желаю успеха в новом начинании. И далее я передаю слово Акшоле. Всем добрый вечер. Меня зовут Акшола. Мне 31 год. В данное время я нахожусь в декретном отпуске. И чтобы зря время не терять, я решила изучить IT-сферу. Хочу поблагодарить Джилдыз Академию за такую классную возможность обучаться в удаленном формате. А сейчас у нас следующий участник Айсулу. Здравствуйте всем. Меня зовут Айсулу. Мне 33. Живу, работаю в Бишкек. А в последнее время появилось желание сменить деятельность и обучиться чему-то новому. Мне всегда была интересна IT-сфера, поэтому решила попробовать себя в этой области. Следующее слово передается Нурзат. Всем здравствуйте, меня зовут Нурзат, мне 30 лет, я мама 3 детей, по образованию я преподаватель английского языка. В настоящее время я нахожусь в декретном отпуске. Всем спасибо, я передаю слово Айнуре. Здравствуйте всем, меня зовут Айнура, мне 28 лет, образование у меня управление менеджментом. В IT пришла, потому что мне она очень интересна, хочу продолжить себя в этом. Спасибо всем за внимание, передаю слово Бикаим. Всем привет, меня зовут Бикаим, мне 18 лет. Я поступила в АУЦ на факультет программной инженерии. И почему IT? Потому что мне всегда была интересна другая часть именно сайтов, и поэтому я выбрала IT. И хочу стать востребованным специалистом в этой части. Следующее слово передаю Алтынбеку. Здравствуйте, друзья. Меня зовут Алтынбек. По диплому я программист, а теперь хочу стать им в реальности. Меня интересуют такие направления, как IT, саморазвитие, альтернативная технология, религия, технологии и профессии будущего. Также нравится следить за такими личностями, как Илон Маск, Маргулан Сисамбай и за компаниями Tesla, SpaceX. Предпочитаю книги в жанрах биография, научная фантастика, саморазвитие и религия. Спасибо. Это были все участники. Спасибо за внимание и будем знакомы. С уважением, команда Creators. Спасибо большое. Очень классное выступление, вы молодцы большие.
Думаю, Спасибо большое. много что узнал. Круто, очень круто. Есть А, желающие кого-нибудь? Или у вас давайте с вами закончим. У вас Notion, да? Да, на сегодняшний день мы создали почту, открыли для себя Notion, создали Instagram, YouTube канал. Также у нас есть вот на нашем Notion в Links мы создали Tap-линк, чтобы было удобно заходить и просматривать. Получается, вот у нас есть Instagram. Просим всех подписываться. Скоро у нас будет интересно. У нас Бегаим отвечает за Инстаграм, очень креативная девочка. Вот. Что касается Notion, вот мы совместно с командой создали такие подразделы, которые были заданы, поставлены задачи, да, чтобы мы создали вот такие закладки. У нас вот есть стендап, который мы уже начали заполнять. Ну, пока все, конечно, такое у нас, как у первопроходцев, все черновое. Потом, конечно, мы это все будем менять. Но мы потихоньку уже начинаем заполнять и отмечать, что сделано, что нет. Вот. Все закладки, плейбук. В плейбук можно вот вопрос? Здесь же, получается, память ограничена, и я так посмотрела, в Келечеке, оказывается, многие делают так. Они закидывают код в GitHub, а на плейбук кидают ссылку. Нам тоже, да, так надо будет делать в будущем? Да, но сейчас это очень быстро наступит. Через одну секцию, может быть, вы уже начнете это делать. А сейчас просто попробуйте прототип создать на Notion. Хорошо? Там желательно, чтобы у вас была таблица, например. Это же то же самое. Вы туда ничего не будете загружать. Каждый из вас пользуется Notion своим. Значит, вы таблицу создаете, сам список участников команды пишите, рядом их ссылки вставляйте на их архив. И каждый из вас, когда самостоятельно работает, пополняет свой плейбук, скажем так. Вот у вас же там код есть, сертификат, проект, дизайн, правильно? Вот стендап, например, многие можете удалить, друзья. Чем вы не пользуетесь, вы их лучше уберите со своей Notion. Вот лишнюю информацию убирайте. Постарайтесь лаконично, но понятно все это расписывать. У вас есть таблица, непосредственно код, есть сертификации, кто этим занимается. Многие, оказывается, занимаются. Я практически все ссылки посмотрел, пересмотрел полностью. И получается, сейчас вы просто теперь создайте командную таблицу, и там добавьте те же ссылки на Notion. И все. Каждый из вас откроет таблицу дополнительно, продублируйте, напишите, что это плейбук. И там то, что согласно курсу Angela U есть, оттуда упражнения, которые вам предстоит сделать, вы там как раз и будете загружать. А ссылка у вас один раз была загружена на ваш Notion в разделе Playbook, и все. Хорошо? Хорошо, все понятно. Вот что еще хотела показать. У нас есть roadmap. У нас еще здесь возник такой вопрос. Мы его заполнили, то есть получается, он как трекер у нас получился. А я так поняла, что да, я вас это... понял. Да, простите, что вас перебиваю, я вас понял. Вам кажется, что он дублирует task-лист, да, тот же или to-do-лист, например. Смотрите, по roadmap, друзья, вы можете его создавать как Drevo, да? Это вот делается на таких программах, как MindMap, по-моему, и Miro. На Miro это можно сделать. В данном случае вы можете исходить из того, что целью вашего исследования или проекта участия является самообучение, делать упражнения, все такое. Соответственно, вам надо будет просто именно часть roadmap не дублировать в виде task-листов или еще каких-то там других документов. Например, sprint-планинг, потому что спринт у вас будет делать. Тот же контент-календарь, друзья, они все, по сути, могут работать на канбане, да? Но именно roadmap, чтобы вы не дублировали, то есть когда у вас будет конкретный проект, там, продукт, сайт, что-то будете разрабатывать, этот roadmap становится актуальным, там, если конкретный заказчик есть такое. А в данном случае вы возьмите за основу самообучения. Эти секции мы вам, может быть, добавляли. Там написано курс roadmap, если у вас Summer Challenge. Посмотрите, если нет, то я вам загружу. Вот, от него отталкивайтесь. И чуть позже, после того, как все команды выступят, я вам могу показать примерно, там, ну, что можно, каким образом доработать. А сейчас можете продолжать. Хорошо? Спасибо большое.
Ну вот, все, что мы заполнили на сегодняшний день, это вот ресурсы. У нас здесь вот понемногу уже есть интересные вещи какие-то. Вот, в принципе, пока все, пока мы ничего не делали. И на данный момент мы еще посмотрели видео, section 2, вот 6 видео, которые по курсу по HTML, и собираемся готовить уже презентацию, чтобы уже Хорошо. на YouTube заливать. Ну, пока Да. как-то так. Вы смотрите, я вам могу подсказать, в этом случае вы возьмите, каждый из вас, если это пересмотрел, вы когда будете с командой встречаться, до встречи откройте шаблон Meeting Notes, и туда пускай каждый из вас напишет, что он понял, посмотрев определенные лекции. И на основе этих заметок и записок вы создадите, может быть, свой уникальный текст для озвучки этого ролика, да? Хорошо? Вот так Хорошо. попробуйте. Не просто взять ее транскрипт, перевести и дословно пересказать. И есть еще такие оригинальные приемы, например, там, где она говорит типы, да, какие-то подсказки двухминутные, да, там, по-моему, ролик такой был, не знаю, у вас был, нет? Да, есть. Его Есть. можно просто взять и переозвучить, и этого будет достаточно. То есть его не надо будет там тоже кому-то выходить на камеру, это все записывать, в виде презентации вы можете это дополнительно оформить. Вы можете, вот в Хеличеке одна команда так оригинально поступила, получается, взяла ролик и переозвучила. На картинке мы увидели Анджелу Ю, да? Хорошо. Мы просто думали пересмотреть, ну вот всем, и потом сделать конспекты и сделать вот что-то общее. Ну вот по Да, сути самый получается правильный то же самое. алгоритм, вы смотрите, потом каждый из вас это у себя в плейбуке делает, в виде упражнения фиксирует, а потом после этого вы переходите к стадии обсуждения, о чем в этом ролике должно говориться, потому что каждый из вас попробовал, на собственной шкуре понял, что это такое, и теперь вы общекомандно пытаетесь это объяснить остальным, да? На основе этого вы просто вырабатываете текст какой-то, и потом каждый из вас же может его редактировать попутно до того момента, пока он не будет готов к записи. И останется самое последнее, это записать и выложить на YouTube. Вот, в принципе. Я примерно такой алгоритм вам всем рекомендую. Хорошо, мы вас поняли, спасибо большое. Может быть, у участников нашей команды еще будут какие-то дополнения? У меня все, спасибо. Если есть вопросы, мы готовы ответить. Спасибо, Лена, очень классно. Так, то есть Руман поднял. Друзья, вы можете писать фидбэки. Если есть вопросы, пишите вопросы. И если их нет, то, пожалуйста, какая команда еще готова? Я поднял руку по вопросам, значит, надо было в чат написать. Ну, я так хотел узнать, сказать пару слов. Молодцы, все очень классно получилось у вас. Все организовано. Отдельный молодец Алина Осмонова. Я думал, из вашей команды выступит как диктор Алтынбек Касымов. Ну и так тоже классно. Хотелось бы узнать, кто из вас лидер команды. Вот мой вопрос. Я, оказывается, забыла это отметить, это очень важно. У нас Алтынбек лидер команды. Но команда решила так, что мы будем постоянно меняться ролями. То есть месяц кто-то лидер, кто-то там копирайтер, кто-то еще что-то делает. Notion ведет там подразделы. Мы решили подразделы тоже разделить на людей, а потом мы будем меняться этими разделами, чтобы каждый был задействован и, получается, прочувствовал вот этот участок. И этим самым мы хотим такую взаимозаменяемость сделать друг друга. Классно. Хорошая идея. Спасибо. Я ответила, да, на ваш вопрос? Спасибо большое. Да, я просто узнал, просто высказался, что вы подготовились, классно все вышло. И вот попутно задал вопрос, кто у вас лидер. У нас все. Спасибо за внимание. Вам спасибо за подготовку, за выступление. Очень было интересно. И
Мы как раз познакомились с вашей командой, с вашей страницей. Отлично. Кто следующий, друзья? Есть желающие, можете не стесняться показать то, что на сегодняшний день есть. Сурман, да, задавал вопрос. У них, кстати, неплохой Инстаграм получился. Может, вы выступить? Узбеки, вас не слышно. Ребята, всем здравствуйте. Меня слышно? Да, слышно. Здравствуйте. Я представитель команды SkyTech. Если меня слышат мои коллеги, у нас там, в принципе, тоже все готово. Если вы не против, вот Хуат Пайке пускай покажет. Он как раз руку поднял. Да, давайте. Угу. Так, добрый вечер всем. Можно, да, руки? Да, добрый вечер. Можете начать. Ага, все, спасибо. Так, добрый вечер, уважаемые студенты, Волджагай, Аруке. Наша команда называется SkyTech. Насчет нашего названия будет отдельное видео до следующего урока. Пока просто по пунктам пройдемся. Наша команда состоит из 7 участников. Мы сперва вот по задачу создали группу, команду, потом дали название SkyTech, потом начали работать над Notion. У нас вот, как видите, в Notion мы открыли Task List. Это каждодневные задачи команды. Здесь как пишем на завтра или на сегодня какие-то задачи, и по окончанию мы как бы вставляем то есть галочку. Дальше идет, мы дополнительно добавили темы для обсуждения, если у участников в течение дня или в неделю, если у них появятся какие идеи, они заходят и сюда оставляют свои заметки. Мы дальше на собрании каждый день обсуждаем по пунктам. Если вопрос решено, мы выставляем галочку, если не решено, как бы оставляем без ничего. И по этим темам, то есть идеям, мы дальше составляем какие-то задачи и их переписываем сюда уже как конкретная задача. Дальше у нас идет планирование задач команды. Здесь мы пока ничего не писали, но здесь все понятно. Если у нас какие-то задачи будут на неделю или на месяц, мы здесь отмечаем, пишем название, статус, если не началось, not started, если в процессе in progress, или закончили, мы отмечаем как completed. И здесь даже отмечаем, кто ответственный за конкретную задачу. Если, например, у нас Бекмырза, мы отмечаем Бекмырза и оставляем. И он, Бекмырза, дальше будет контролировать свою работу, и он может передвигать свою карту in progress, из in progress, если он закончил в completed. И таким образом мы можем следить, на каком этапе идет наша работа или работа конкретного участника. Следующий наш раздел – это Meeting Notes. У нас, официально мы уже начали записывать с 1 августа. Здесь мы открываем пункт, сейчас. У нас была встреча, первая запись встречи была 1 августа. Здесь что мы обсуждали, какие планы были, какие идеи были. И запись нашей встречи уже есть в YouTube, и мы ссылку YouTube уже прикрепили к этому страницу. Кому интересно, можете зайти посмотреть. И здесь тоже отмечаем, кто был на онлайн-встрече. Дальше у нас была вторая встреча была 2 августа, официальная встреча. Здесь то же самое, какие темы обсуждали,
ссылка на YouTube. И дальше кто участвовали на онлайн-митингах. Следующий наш раздел – это ресурсы. Здесь мы пока только прикрепили ссылки на сайты, где есть документация по кодам. И по ходу будем дополнять нашу страницу. Наш следующий раздел – это Reading List. Здесь мы отметили, какие сейчас книги начали читать. Ну, это команда начала читать. Это общая первая книга, это наша большая книга CSS. Автор указываем. Статус какой сейчас все читают. Если закончим, мы можем отметить, как прочитано. FreeCodeCamp Camp тоже, ну это хотя сайт, но тоже как книга мы отметили. Здесь тоже добавили 2 книги. И по ходу будем дополнять. Дальше идет наш раздел ссылки. Ссылки на наши каналы. Здесь можно сразу перейти, нажав на ссылку, например, в YouTube или в Instagram. Можете и то показать, пожалуйста? Да, сейчас так. Наш YouTube. Здесь мы уже загрузили, вот у нас идет 2 встречи, и дальше загрузили наши презентации по видео Анджела Ю. У нас вот плейлист это Zoom встречи. И дальше идет наши плейлисты. А у вас Zoom встреча, она ссылка ограниченная по доступу или публичная? Бекмырза, открыли доступ или еще нет? Не, вы можете их и закрытыми делать, если хотите. Это ваше решение. Ачык, да? Да, уже открыли. Супер. Угу. Дальше идет у нас страница на Instagram. Вот. Да, и ребята, мы вы тоже хорошо постарались, мы молодцы. тоже открыли TapLink. Здесь, оказывается, очень удобно работать с своими страницами. Здесь мы прикрепили наши, получается, страницы. Тут можно перейти сразу в Notion и, например, нажав сейчас. Можно оттуда сразу перейти в Instagram, YouTube или в саму страницу TapLink. И дальше будем дополнять, если у нас будут еще какие-то страницы Да, в очень веб-сайтах. классно, молодцы. Очень классная работа, ребята. Еще какие Дальше разделы у стали? нас раздел «Контент-календарь». Здесь у нас ответственный пока отдел. Он сделал сегодня утром одну публикацию насчет важности английского языка в отрасли программирования. Здесь мы планировали на месяц публикации, тема публикации, когда будет опубликована, о чем будет наша публикация. И здесь можно посмотреть дальше. Например, вот первое уже выполнен, вчера опубликовали и перевели статус published. И Круто. внизу тоже есть, вот пока не заполнили, но в процессе будем еще дополнять нашу страницу. Roadmap, насчет Roadmap у нас... Подождите, пожалуйста. Подождите. Да. Я вам хочу один фидбэк дать, пока горячо, чтобы потом к этому не возвращаться. Можете открыть обратно контент-календарь? Смотрите, друзья, если вы что-то публикуете, вы просто добавьте еще одну таблицу, свойства, и прикрепляйте туда ссылку на Instagram публикацию. И когда мы на нее будем кликать, мы сразу перейдем
и можем там же, может быть, лайки поставить, потому что многие Хорошо. через телефон. Хорошо? Хорошо, спасибо. Да, мы об этом не подумали, оказывается. Да, можно сделать. Спасибо. Следующий раз это roadmap. Мы, ну, насчет roadmap у нас сейчас придумаем свои варианты. Предварительно вот так сделали на месяц. Какие наши планы? Это первую неделю будем смотреть, в первую неделю августа будем смотреть именно section 3, потом вторая неделя section 4, третья неделя section 5. И когда мы кликаем на этот section, здесь вот выходит, пока мы не разделили тему, здесь мы первую тему, например, если берет Наргиза Абдакалыкызы, если она посмотрит видео, сделает свою задачу и запишет презентацию, она вставляет птичку и сюда, так, дальше, сейчас. И все, здесь можно прослеживать, какой участник на каком этапе и закончена ли работа или нет, можно отслеживать. Ну, насчет открытой страницы GitHub, потом на месяц поставили, потому что эта тема открытая, толком пока никто ничего не понял. И с другой стороны, вы сказали, что будет специальная лекция, поэтому мы пока просто поставили. Насчет GitHub еще не начали изучать. Хорошо, все правильно. И последний там, этот был, да? Playbook. Здесь мы уже мы закончили section 1. Здесь идет, кто взял какую тему. И дальше по окончанию работы мы загружаем наши проделанные работы. Можно, например, здесь, ну, у меня была пятая тема. Я закончил, предварительно выполнил все челленджи. И здесь можно посмотреть. Так, и каждый по окончанию секшена они сюда загружают свою работу. И дальше будем уже section 2, section 3, section 4 и будем дополнять нашу страницу. У нас пока все. Если вопросы есть, пожалуйста. Да, у меня вопрос. У вас на верхней странице было написано Workspace. Можно посмотреть вверху разделы по Workspace каждому? мы оттуда все взяли и туда перекинули наши задачи. Здесь оставили вот некоторые пункты. Это планы на неделю, да? Планы на эту неделю. Но как бы у нас YouTube создано. Вот тут можно уже сюда перекинуть. Репетиция тоже у нас готова. Создать хиткап это в процессе сейчас. Остальные пункты мы уже перекинули сюда по разделам. Хорошо, я думаю, это верное решение. Вам так гораздо удобнее, да? Да, так гораздо удобнее оказывается. Здесь есть информация о нашей команде. Можно открыть, посмотреть. Олжага, у меня все. Если у других есть вопросы, пожалуйста. Менде бир суроо бар эми. Таплинкти Notion'га кантип койдуңар? Сайт аркылуу коюлат бекен? Таплинкти сайттын өзүнө эле кирип туруп, Notion'га ссылкасын эме жүктөп койдук да. Рахмат. Рахмат. Да, друзья, задавайте вопросы. Я тогда чуть позже вам дам фидбэк, и мы переключимся на следующую команду. Я хочу, если нет вопросов, друзья, наверное, все очень классно сделано, прям очень классно. И все команды, я думаю, возьмут на заметку, как у вас прям все прям очень даже круто сделано. Каждый раздел практически заполнен. Ваша миграция отлично произошла. И много где у вас есть отслеживающие, это трекинг, да, называется, у вас есть инструменты, позволяющие быстро отследить. Вот, и вот со старого Workspace я не думаю, что вам нужно weekly план заполнять, потому что это как бы на сегодняшний день вы то же самое делаете, когда заполняете спринт, да? Да. То есть, когда, смотрите, задача к вам приходит, вы через Meeting Notes обсуждение, вот Meeting Notes я вам рекомендую тоже
завести как таблицу. Она у вас и так уже в списочном, да, варианте уже есть, классно. И там вы отмечаете, вы можете поставить подразделы такие, допустим, на самом верху это задачи спринта, да. То же самое, например, бэклоги. По этой части вам Бермет объяснял, а если нет, дополнительно прогуглите. Потом роли команды, как часто вы там меняетесь ролями, соответственно, на данном этапе кто что может или кто за что ответственен. И внизу action items, это вот какие шаги вам нужно предпринять, да, активные действия. Вы его оформляете в виде чек-листа. И все. Оттуда вы уже берете вот эти крупные задачи и делите на более мелкие, и у вас уже task-лист есть, оказывается. Кто-то Тревор спрашивал, может быть, они это решили в Notion пока что продолжить. Также хочу отметить ваш roadmap, он очень классный. Ресурсы тоже интересная идея. В принципе, все секции выполнены безупречно. Вот. Может быть, в будущем у вас еще добавится ретроспектива. Она делается в конце каждого спринта, чтобы команда поработала над ошибками, проанализировала. То есть всегда есть моменты, которые следует улучшать. И эти ваши шаблоны на сегодняшний день имеют отличный фундамент для масштабирования. У них просто правильная структура, каркас. Соответственно, вы можете очень легко теперь оперировать большими данными, да, внутри команды. И каждый имеет доступ, очень транспарентно, очень прозрачно все. И каждый может в любое время подключаться, смотреть. Так что классная работа. Я лично не ожидал, что за такой короткий срок вы прям это все успеете сделать. Яркий пример очень быстрой обучаемости, очень слаженной командной работы, наверное. Вот. И roadmap у вас классный, он очень сложный по структуре. Просто когда такие вещи создаешь, ты должен продумывать очень много вещей, и он у вас классно создан, да, я бы сказал. Так что молодцы, большие молодцы. Осталось только, у вас и ролики уже загружены, там какая-то часть роликов. Супер. Вот. И Спасибо, что еще? А у вас вот, да, ретроспектива, может, в будущем появится. Ее отдельно в секцию вытаскивать нет смысла. Вы его можете в рамках meeting notes. Просто вы, когда групповые встречи проводите, там самая главная суть в чем? У вас там, мы видели свойства, вы отмечаете тех, кто там есть, потом там же прикрепляете ссылку для видео, если надо пересмотреть записи, и дублируете это, стенографию делаете в текстовом варианте, да? Чтобы эти вопросы были очень предметные, очень мало времени потребляли, вы можете всегда заранее, каждый из ваших участников, выносить эти вопросы на обсуждение, то есть на эту страницу, а потом, когда вы уже встречаетесь, вы уже заранее знаете, что вы собираетесь обсудить, и в итоге там какие-то решения тоже отмечаете. И те, кто не присутствовал на встрече, ему не обязательно пересматривать запись, потому что он достаточно понял из текстового материала встречи, да. Вот этот момент тоже обратите внимание, то есть не все понимают задачу верно, у всех людей восприятие разное. И чтобы каждый из вас не гадал, будет лучше, если каждый из вас это будет писать. Тогда вы четко будете понимать, кто чего ждет от этого проекта, секции, лекции, допустим, у кого какое видение, да. Я вам рекомендую вот это использовать. Это очень гладкая технология, она позволяет как-то острые углы обходить и фокусировать команду на предметных каких-то обсуждениях. Вот, друзья, у вас все супер просто. Вот. Если, я думаю, какие-то команды захотят чему-то там, что-то из вашего опыта, SkyTech, у вас все классно, и логотип, и вообще все, что вы сейчас сделали, безупречная работа, поверьте. Или человек, допустим, через несколько итераций к этому шел, или на одной из таких последних обновлений, когда они к релизу там определенному готовились, там много есть, где шероховатости, а у вас прям все так безупречно, можно сказать. Молодцы. Спасибо, Ожарай, вам большое за фидбэк. И отдельно хочу благодарить благодарность нашим участникам команды. Это результат нашей сплоченности. Все откликнулись, все были на собраниях, все давали свои идеи. И во всех этапах создания Notion, страницы Notion, они все активно участвовали.
У меня все. Если вопросы есть у других участников, пожалуйста, задавайте. Спасибо, да, друзья. Можете фидбэки написать в чате. Если кто-то хочет еще выступить, у кого-то есть, было бы классно, если бы все команды, я просто не все ваши ссылки получил, и как бы в режиме ожидания жду, какие команды решили, на какой стадии. Но вы сейчас можете как раз продемонстрировать, что у вас есть, или, может быть, какие сложности у вас есть, или какие-то вопросы могут возникнуть. Пожалуйста. Олжага, если вопросов нет, тогда позвольте, да, я закрою. Да, демонстрацию можете закрывать. Да, если Все, нет вопросов, спасибо. я вам Спасибо спасибо всем большое, большое вы за внимание. молодцы. Да, нам будет очень интересно понаблюдать за вашими дальнейшими работами. Супер. Так, как сделать топ-линк? Отличный вопрос для Гугла, наверное, Арген. Он очень легко делается. Вы заходите на сайт, регистрацию, потом даете название вашим ссылкам и, собственно, прикрепляете эти ссылки там, на телефон, на WhatsApp, может, на Instagram или еще на что-то. Ну, как бы обычно топ-линк большинство использует в своем Инстаграме, чтобы иметь инструменты ссылок, да, на разные ресурсы свои. Так, если, друзья, в принципе, такой формат, наверное, всех устроит. Если мы встречаемся, можно 30-45 минут этому посвятить. Какая-то команда может что-то показать там. И остальное время вы можете сейчас разделиться на залы и поработать прямо сейчас, времени не тратить. Хорошо? Да, отличная работа, друзья. Самое главное, не скупитесь на фидбэки, пишите, умейте давать обратную связь. Это очень важно для каждого из вас. Вот, я вчера гулял на канале Programming, и было бы классно, если вы заходите. Но, друзья, там еще, ко всему прочему, большинство не может поставить комментарий внутри ваших задач. И самое главное, когда ссылки кидаете, вы их нумеруйте там, чтобы желательно все применяли один тег. Да? Тогда, когда мы заходим в поиск и пишем, допустим, 10-е задание, интересно, сколько человек на данный момент загрузили, да, здесь домашку по 10-му заданию, и там просто нажав на один универсальный тег, можно быстро посмотреть количество домашек по каждому тегу. Поэтому стремитесь в этом плане чисто работать, использовать универсальные вещи. А Рукет, ты можешь поделить это на сессионные залы? В чате можете написать, друзья, какие команды, ну или перекличку сделать, какие вам эти нужны. Сейчас, если у вас определенные названия есть, мы уже прямо сейчас, Арутя, можешь, например, SkyTech выступал, до этого Алина выступали. Переименуй, пожалуйста, голосовые комнаты названием их команд. Хорошо, я тогда... Ой. Так, сейчас, минутку. Я сделаю так, чтобы вы смогли сами выбирать залы. Я просто напишу название залов. Хорошо? Так, давайте 15 создам. Ну, мало ли что, да? Так, давайте напишите. Первый зал. Так, Synergy. SkyTech. Хорошо. SkyTech. Сделано. Еще? Так. Synergy. Да, я создала. Nomads. Угу. Так. H11. Хорошо. H11. Creators. Угу. SkyTech, да, я уже написала. Еще. Тут только 5 команд, да? Или еще есть? Давайте напишите, я быстренько создам. Есть еще команды? О, Сапсан. Угу. 6-й, Сапсан. Угу. Так, кто-то поднял руку? Можете говорить? Так, еще есть команды?
Или все? Ну, ты на всякий случай еще пару залов добавь, Руки, ладно? Может, кто-то хочет домашку поделать. Друзья, если здесь есть те, которые как бы без команды, не стесняйтесь, напишите, пожалуйста. В прошлый раз таких там 4-5 человек было, они вообще не в курсе были, и они зашли в один зал, посмотрели, приняли решение участвовать в Summer Challenge. Сейчас есть такие, не стесняйтесь, напишите. Остальные, да, можете заходить, главное, поделись возможностью демонстрации экрана, окей? Хорошо. Спасибо. Я открыла 15 залов, и из них 6 команд уже есть. Я переименовала уже. Так, хорошо, я уже открываю залы. Можете заходить. Всем удачи. Извините, а Skytech какой зал? Skytech там написано, смотрите. Второе идет по списку.